Переговоры сломались. Пойдет ли Польша на Украину с танками, а Путин бомбит Россию? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта. Самое важное и интересные новости». Пентагон стягивает ударные силы к Ирану. Готовится то, что может взорвать весь Ближний Восток. Казахстан импортирует российскую диктатуру. Власти пишут закон об иноагентах под надзором российского Минюста. Польская граница снова атакована. Количество нападавших постоянно увеличивается. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Российская армия в России разбила российскую дамбу через российскую реку. Настолько успешно наступает армия Путина, что приходится взрывать дамбы, чтобы сдержать ВСУ. Такого в Белгородской области давно не было. Армия РФ сбросила 1,5-тонную авиабомбу ОДАП-1500 на собственную дамбу прямо на границе с Украиной. Цель – затопить подходы и остановить продвижение украинских сил, которые, по данным пропагандистских каналов, перебрасывали через нее бронетехнику. Удар пришелся по дамбе в районе села Поповка. На кадрах, опубликованных Z-каналами, видно, как гидрообъект превращается в руины. Все ради того, чтобы затруднить проход силам обороны Украины и изолировать зону приграничных боев. Там такая дамба, как я цветной телевизор, если честно. Подорвали, там за пару дней вода сошла и забыли за эту тему. Да, они, может быть, рванули для остановки каких-то тактических действий, но не более того. Вода сейчас уйдет, она не будет стоять. Потому это не проблема однозначно для нас. Задержали там на несколько дней, не более того. А то, что они будут рвать дамбы, конечно, они специалисты где-то что-то подорвать, это же россияне. Без этого никак, а тем более части, которые заходят там из-за Урала, подорвать что-то там Белгородское для них тоже. Это один из беспроблемных вопросов. Это не первый подобный случай. Ранее корректируемыми авиабомбами били по мостам в других селах Белгородской области. Графовке, Надежевке и Анновке. Российская авиация буквально уничтожает инфраструктуру в собственном регионе, чтобы сдерживать украинские войска. При этом в районе Демидовки, рядом с эпицентром событий, уже 2 недели идут тяжелые бои. Минобороны России традиционно рапортует об отбитых атаках, но даже близкие к ведомству каналы признают, ВСУ уже заняли Поповку. Кремль все чаще отвечает ударами не по врагу, а по собственной земле. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Трамп собирается бомбить Иран. Ряд мировых медиа пишет, что ситуация на Ближнем Востоке накаляется до предела. США и Израиль планируют совместную военную операцию против Тегерана с целью уничтожения его ядерного потенциала. Американские войска уже усилили свое присутствие в регионе, развернуты истребители F-35 и стратегические бомбардировщики Б-2. 2 авианосных ударных соединения направлены в Персидский залив и дополнительно развернуты батареи противоракетной обороны «Патриот». Американцы сейчас все еще продолжают сохранять некую надежду на то, что удастся Ирану уговорить на какую-то сделку, на какие-то переговоры, и это, похоже, не получается, одновременно сосредотачивая большие силы. И что количество авианосных групп 2, это недостаточно для большой войны. Нужно, чтобы было 3 или больше. В свое время, когда американцы оккупировали Ирак, у них было 3 авианосные группы сосредоточены против него. Здесь же Иран, это противник считается как бы посерьезнее, чем Ирак. Иран отверг предложение о прямых переговорах с США, выразив недоверие после выхода Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не пойдет на уступки под давлением подобных угроз. Если Америка или Израиль будут бомбить Иран под предлогом его ядерной программы, Иран будет вынужден перейти к производству ядерной бомбы. Все может оказаться еще серьезнее. Франция созвала экстренное заседание Совета обороны для обсуждения ситуации вокруг Ирана. Европейские союзники США выражают опасения по поводу возможного военного конфликта и призывают к дипломатическому решению.
Польша не будет отправлять войска в Украину из-за России, но это не попытка прогнуться под Москву, не страх перед армией оккупантов, а информационная кампания. Глава МИД Польши жестко обрубил слухи, польские войска не войдут в Украину, даже если ситуация ухудшится. Говорит, Роспропаганда и так обвиняет Варшаву в попытках оккупации украинских земель. Но посол Украины говорит, что украинцы в это не поверят. Но это будет частью мобилизации общественности в самой России, и мы не хотим давать этот козырь российской пропаганде. Я считаю, что Польша будет самым большим бенефициаром восстановления Украины, просто в силу своей языковой и логистической близости, а также потому, что наши предприниматели смелее. А президент Зеленский начинает встречу с представителями тех стран, которые готовы отправить свои войска в Украину. У нас буде зустріч в п'ятницю. Буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн, тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Личные данные сотен тысяч украинцев лежали в открытом доступе в интернет. Паспорта, водительские, налоговые номера, техпаспорта – все это хранилось без защиты на облаке частных автосервисов, которые проверяют БУ машины перед регистрацией. Об этом еще в 2022 году сообщил киберэксперт, но власти проигнорировали. Только сейчас, в 2025 году, после публикации журналистов Киев Индепендент, дыру наконец-то закрыли. Опасность огромная. Эти данные могли быть использованы российскими спецслужбами, мошенниками, да кем угодно. Доступ был свободный. ОМОН врывается в спортзалы Москвы, уже второй рейд за неделю. Теперь в московском Spirit Fitness мужчин кладут лицом в пол. Целый ряд жестких рейдов прошел в российской столице. По данным БАЗа, силовики искали мигрантов из Средней Азии. Женщин якобы отпустили, мужчин положили лицом в пол и начали проверять документы. Легальность пребывания в РФ и даже прошли ли они военкомат. Посетителям запрещали снимать происходящее. Один из очевидцев рассказал, что силу не применяли, но атмосфера была напряженная. Нас просто в пол положили, мы сейчас лежим с лицами в пол. А неделей ранее такой же налет случился в другом клубе этой же сети. Там, по словам посетителя, мужчин разделили. Не русские к одной стенке, русские к другой. Видео оттуда вызвало бурю в соцсетях. Насколько мне известно, это происходит не только в этом фитнес-клубе, но и в других, отметил собеседник редакции. И в целом не только в фитнес-клубах, апрель все-таки близко, а там и призыв. Позже телеграм-канал «База» писал, что рейды могут быть связаны с поисками нелегальных мигрантов, но перед призывной кампанией, когда Минобороны вызвалось поставить под ружье 160 тысяч человек, это выглядит еще интереснее. Призывная комиссия в городе Москве никак не связана с проведением специальной военной операции. Все призывники будут направлены в учебные воинские части. Россия, Грузия, а теперь Казахстан. В стране обсуждают возможный закон об иноагентах. И тут всплывают тревожные, но предсказуемые детали. К разработке якобы подключился российский Минюст. Об этом написала журналистка Ардак Букеева, мол, россияне неофициально консультируют казахстанские власти. Работа над законом об инагентах идет, и к разработке присоединился российский Минюст. Неофициально, скорее всего, но активно консультирует. То есть у нас есть уникальная возможность посмотреть, как будет выглядеть информполе и ситуация с правами человека в Казахстане 2026 в режиме реального времени. Просто включите Ростелек. Но депутат Ирина Смирнова, которая первой предложила этот закон, жестко отрезала, что за чушь, в ответ на обвинение. Все началось с критики USAID. Смирнова обвинила агентство в нелепых тратах, после чего и заговорила о подобном законе. Польская граница под атакой. С белорусской стороны забросали камнями польский патруль. Пытались прорваться 50 человек. Ситуация там снова обострилась. В районе ответственности погранпоста в Мельнике группа примерно из полусотни агрессивно настроенных человек атаковала польских пограничников с белорусской стороны. Все это попало в камеры видеонаблюдения. По информации польской стороны, люди бросали камни, пытаясь отвлечь и ослабить охрану. Все для того, чтобы другие нарушители могли прорваться в Польшу. Пограничники отреагировали жестко и быстро, прорыв удалось остановить. Тоже про пограничников, но украинских. В Закарпатье задержали нарушителя.
Мужчина из Сенегала пытался нелегально въехать в Украину на украденном велосипеде. Выглядело это довольно странно. Границу он пытался пересечь не ночью, а днем и был пойман с вещами, среди которых особенно выделялся баскетбольный мяч. Позже выяснилось, что он несколько лет жил в Словении, но получить легальный статус там так и не смог. Тогда решил действовать нестандартно, пробраться в Украину, откуда, возможно, планировал искать пути дальше. Теперь его ждет штраф за незаконное пересечение границы и возврат обратно в Венгрию. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.